эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Пенсионный фонд России уходит на удаленный формат работы. На одном из рынков Якутска ужесточили меры контроля продажи местной продукции. Необычный праздник, день угощения птиц и белок, отмечают сегодня в стране. ДТП со смертельным исходом произошло сегодня на 579-м километре федеральной автодороги Лена. Предварительно установлено, что 30-летний водитель, управляя грузовым самосвалом Шангси, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные и метеоусловия и совершил наезд на стоящий автомобиль Toyota Hilux, который от удара отбросил настоящий впереди грузовой автомобиль Scania. В момент аварии между стоящим большегрузом и внедорожником находилась 46-летняя женщина, которая от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой помощи. Все обстоятельства и причины происшествия предстоит установить следствию. Тем временем открылось транспортное движение по ледовой переправе между населенными пунктами Покровск, 2-й Жимкон. Разрешенная максимальная нагрузка 3 тонны. Напомню, на сегодняшний день открыто движение по автозимнику через реку Алдан, Хан, Дагомегин, Алдан и через реку Вилюй. Для безопасности и предотвращения опасных ситуаций рекомендовано соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы. До 1 января следующего года подразделения пенсионного фонда будут принимать граждан только по предварительной записи или дистанционно. При обращении по телефону гражданину нужно будет назвать свое имя, паспортные данные, СНИЛС и кодовое слово. Заявления, направленные по электронной почте, могут содержать отсканированную собственноручную подпись гражданина. Назначать и выплачивать пенсии в это время будут на основе данных, имеющихся в межведомственных базах. Также через эту систему чиновники будут проверять сведения для продления выплат пенсии по потере кормильца, по доверенности и ряда других. Чтобы продлить пенсионные надбавки жителям Крайнего Севера, чиновники будут обязаны сами проверить факт регистрации человека по месту жительства или факт его работы на конкретной территории. Два крупнейших в своих странах региона, Гомельская область Белоруссии и наша республика, подписали соглашение о сотрудничестве на парламентском уровне. Мероприятие состоялось в преддверии предстоящего в следующем году 9-го форума регионов, проводимого ежегодно под эгидой Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Более подробно о том, по каким направлениям будет проходить сотрудничество, расскажет Анна Васильева. Молоко, масло и другая известная на весь мир сельхозпродукция, а также тракторы, комбайны и прочая крупногабаритная техника из Белоруссии давно заслужили признание и доверие якутян. Межправительственное сотрудничество между республиками налажено было еще в 2012 году. Не хватало обмена именно по нормативам, правовым актам и в целом законодательной работе. Для полного взаимодействия, конечно же, не хватало межпарламентского взаимодействия. Это даст очень хорошую основу для того, чтобы у нас соответствующее законодательное регулирование, бюджетное обеспечение при формировании государственного бюджета и в Республике Саха-Якутия, и в вашей области предусматривали такие вот формы сотрудничества. Думаю, что эти контакты будут налаживаться, и наше экономическое сотрудничество, торговое сотрудничество, культурное сотрудничество, научное сотрудничество между двумя регионами братских республик будет только расти. В последние годы в Беларуси активно развивается и IT-индустрия. Немало ребят из республики уже успешно реализовали самые разные проекты и работают во многих странах, включая Силиконовую долину в США. Теперь своим опытом они поделятся и с якутскими коллегами. И на сегодняшний день 18 технопарков насчитываются, и большинство из них как раз-таки созданы на пустующих производственных предприятиях, которые в той или иной степени потеряли свою актуальность. Также в рамках визита в Белоруссию якутская делегация приняла участие в митинге, посвященном столетию со дня рождения героя Советского Союза Федора Попова. Митинг был проведен в поселке Деражичи у братской могилы, где захоронен славный сын якутского народа.
Ответный визит белорусских парламентариев состоится в следующем году. Предположительно, делегация приедет во время национального праздника СЭХ. Анна Васильева, Чкур Гаврилев, Белоруссия. На Малом базаре, который расположен по улице Кирова в Якутске, ужесточили меры контроля продажи местной продукции. После того, как под видом местного деликатеса из языка продали привозное мясо из Южной Америки. О том, какие это меры, подробнее в материале Дмитрия Тымырова. Вся мясная продукция, которая реализуется здесь, отныне проходит тотальный контроль. Не только визуальный, но и документальный. Впрочем, это делалось и раньше, но меры ужесточились. Теперь, если мясо выглядит подозрительно, то его могут снять с продажи и направить на лабораторный анализ. Но мы сегодня с Малым базаром договор заключили, и мы будем ходить тут проверять, посмотреть, советовать. Если что-то... И у нас есть большая, хорошая лаборатория, которой нету в республике вообще вот такое. Они делаем мы глубокие анализы на фальсификацию и так далее. Помимо этого, руководство базара выставило на каждом ларьке информационные стенды, где с помощью любого смартфона можно получить полную информацию о приобретаемой продукции. Представлены вот такие информационные стенды на каждой палатке для того, чтобы наши потребители, горожане знали, кто является владельцем товара, кто является продавцом, их контактные данные, а также те справки, как раз таки ветеринарные справки, они здесь уже представлены. Для этого необходимо направить камеру смартфона на действующий QR-код. Тогда на вашем телефоне появляется вся информация, где и когда забили животное, откуда и на чем его привезли. Напомним, вся реализуемая продукция на базаре имеет сертификат стандарта «Меркурий». При свободной реализации каждая продукция должна иметь ветеринарные сопроводительные документы. Подделать данный документ нереально и, тем не менее, невозможно. На каждое наименование продукции должна быть ветеринарный сопроводительный документ. Каждый покупатель имеет право у продавца потребовать ветеринарный сопроводительный документ. Впрочем, жители столицы доверие к улусным продавцам не потеряли. На базаре, несмотря на мороз, много покупателей. И не каждый спешит проверять товар. Выбираю по цвету. Чем краснее, тем лучше. Чем недавно был забой. И спрашиваю у продавцов все данные. Откуда, кто там, хозяин. Ну, я не знаю, я по наитию, как говорится. Что попадет, то и беру. Хотя, конечно, молодняка же видно, что он как-то порозовее и так далее. А взрослое животное, у него мясо темнее. Простой человек сильно не определить, но дело в том, что мы тоже держали животные, коров держали, поросят держали в свое время, поэтому вот, допустим, свежее мясо лежит, его видно, оно розовое, а которое пролежало в леднике, оно темнеет, оно как бы обветренное бывает. И вот сразу видно, он запашок такой неприятный. А вот это вот свежак берите, покупайте, кушайте на здоровье. Я всегда здесь покупаю. Если вы не разбираетесь в качестве мяса, то смело требуйте у продавцов документы. Можно в случае подозрительной покупки обратиться и к руководству базара. Что касается того продавца, который реализовал привозную продукцию под видом местной, то в его отношении сейчас ведется дело о мошенничестве. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. Ленская районная администрация продолжает реализацию программы по обеспечению работников бюджетной сферы служебным жильем. В этом году квартиры получили 16 человек, среди которых педагоги и сотрудники муниципальных учреждений. 5 человек стали обладателями отдельного жилья буквально на днях. Это 3 учителя 1-й и 3-й городских школ, воспитатель детского сада «Сказка» и специалист муниципального учреждения. В этом году за счет средств районного бюджета было приобретено всего 6 квартир, но финансирование программы позволяет закупить больше. По словам специалиста по жилищным вопросам Ирины Лысиной, сделать это стало сложнее, так как сегодня мало продавцов выходят на торги. Но в связи с тем, что на вторичном рынке отсутствуют предложения по продаже, то есть граждане, физические лица не выходят на торги, на сегодняшний момент нет возможности приобрести квартиры в нужном количестве. Так, в этом году было приобретено всего лишь 6 квартир.
У нас в связи с тем, что молодые специалисты стоят в программе еще по молодой семье, при приобретении квартир ими по программе «Молодая семья» они сдают служебное жилье. В связи с этим вот у нас в этом году распределено 16 квартир, хотя приобретено 6. Ежегодно 4 декабря поклонники животного мира в России отмечают необычный праздник – День угощения птиц и белок. Этот праздник очень важен для братьев наших меньших, которым не просто найти пищу зимой. О том, что класть в кормушки птицам и белкам, узнавала Надежда Саханская. На первый взгляд в парке зимой пустынно. Однако, если приходить сюда не с пустыми руками и открытым сердцем, то можно заметить, как много живых существ здесь зимует. Зимой пернатым в населенных пунктах особенно сложно, ведь пропитание найти не так просто. К счастью, есть добрые люди, которые помогают братьям нашим меньшим. Натуралист Роман Шавлов вот уже много лет подкармливает их и знает, чем разнообразить рацион в зимнее время года. Люди неправильно кормят, сыпят не то зерно, крошки хлебные, а желательно семечки, такие маслосодержащие продукты. Вот семя льна, например, семечки подсолнечника, арахис. Только надо потолочь немножко, чтобы крошки были более удобны для поедания птицами. И не соленое сало для синиц вешать надо. Естественно, придут на семечки и белки. Вместе с неравнодушными горожанами на помощь пернатым приходят и участники акции «Подкорми птиц», которая инициирована Республиканским министерством экологии и природопользования. Раньше, чтобы привлечь жителей к этой акции, мы проводили конкурсы. А сейчас уже можно не проводить конкурсы, потому что люди уже сами делают это доброе дело. И мы все равно отмечаем самых лучших активных участников к 1 апреля. И, как вы все знаете, 1 апреля – это Международный день птиц. «Подкорми птиц зимой, а они отплатят тебе добрым летом», так гласит народная пословица. Об этом не понаслышке знают и юные защитники природы. Можно кормить салу несоленым, семечки и семечки подсолнуха, и плоды, и ягоды. А нельзя чем? Мучного хлеба белого и черного. Конечно, зима – суровое испытание для всего животного мира. Однако его можно существенно облегчить, смастерив кормушку, либо наполнить подходящим кормом уже готовую. И в парке, и во дворах их сейчас достаточно. Ведь именно в морозы птицы и белки больше всего нуждаются в заботе и помощи человека. Надежда Саханская, Семен Семенов, Якутск. На этом вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале, не переключайтесь.